Премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин в рамках рабочего визита в Ингушскую республиканскую клиническую больницу проверил реализацию поручения главы региона по закупке на средства Фонда национального развития республики лекарственных препаратов и медицинских изделий, в том числе препаратов для разжижения крови и специализированных стентов. Премьер-министр побывал также в операционном блоке, где осмотрел медоборудование, посетил палаты кардиологического отделения и пообщался с пациентами. У нас была большая проблема, когда глава приезжал к нам, он просто спросил, что, почему такая вот была сплоченная ситуация, мы объяснили, он как-то пообещал принять участие в этом, потом выделили нам благодаря с фонда деньги, 6 миллионов, вот на 6 миллионов все это закуплено, и сейчас вот уже вчера на второй день. Фонд развития Республики Ингушетия. Национальный фонд развития Республики Ингушетия, по указанию главы он выделил 6 миллионов, и мы на это все закупили оборудование. Теперь уже вчера 4 больных мы прооперировали именно уже, можно так сказать, вот на эту спецрасходную программу. Первый пациент, который по этой программе получил помощь. Дали помощь закупки этих стендов. Как себя чувствуешь, Беслан? Расскажи, что Это глава у нас республики быстро отреагировал на такую ситуацию, которая сложилась здесь. Нормально, отношения. В общем, получилось так, что вовремя помощь пришла. Что вы даже уже лежали, у вас еще не могли сделать операцию, сейчас все уже поставили. Самочувствие нормальное, хорошее. Самочувствие отлично. Ну, залендали, чтобы... Цель нашего визита в нашу республиканскую больницу имени Акушкова – это передача лекарственных препаратов, специализированных стендов для лечения тяжелых сердечных больных, которые были приобретены на денежные средства Фонда развития Ингушетии по указанию главы, потому что случилась такая финансовая ситуация, что не смогли вовремя эти стенды закупить, и сегодня они были закуплены, были оказаны срочные первые операционная помощь людям, которые здесь находились. И надо сказать, что эти проблемы больница испытывает за кредиторскую задолженность 2013 года, 2015 года, 2017 года. На сегодняшний день мы решили по указанию главы эту финансовую проблему, мы расширили ее. Значит, сегодня в досудебном порядке мы договорились с нашими кредиторами, что мы ему платим в течение вот этого ближайшего времени нашу всю кредиторскую задолженность. И в судебном порядке мы решили рассрочку платежей по долгам в налоги. Поэтому разговоры о банкротстве, они неуместны. Мы не дадим этого сделать, самое главное, нашу больницу. А сегодня вот мы видели первых людей, которые получили помощь, радость на глазах, жизнь в глазах. Поэтому вот хорошо, что у нас существует такой фонд, с помощью которого мы оперативно решаем проблемы не только в медицине, но и те, которые встречаются у нас в республике.